И если каждый будет как фонарик светиться, тогда все общество будет как большой прожектор. Вот уже конец там близок. Ну, череда. Маленькие признаки, как говорят ученые богословы, маленькие уже практически все сбылись. Хорошая тема начинается. Так. Самая главная интрига для всех — когда? Да. Но мы же не можем знать, когда. Я не знаю, когда. То, что прошлое — это судьба, будущее — это выбор. Как прийти легко к намазу? Было время, что я и достигнув уже совершеннолетия, и не молился, там лям сюда, лям туда и так далее. Это не трать свое время жизни, энергию на эти не нужно. Вот твой путь, занимайся этим. Такой простой вопрос, но такой сложный вопрос, очень сложный вопрос. Верим во Всевышнего. А Всевышнему мы верим? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Дорогие наши подписчики и зрители, сегодня у нас гость не только нашего подкаста, но и всего Кыргызстана, частый гость. И можно сказать, даже скоро может быть нашим соотечественником. Да, вполне. Саид Ибрагимов, брат, ассаламу алейкум. Как доехали, как вам погода в Бишкеке? Алейкум салям, рахматуллахи баракатух. Все хорошо, погода прекрасная, жарко, но сухо. Не влажная погода, такой климат, поэтому хорошо. Не чувствуется как таковой жара. С момента вашего последнего визита что изменилось в облике города и в целом у людей? Ну, явно чувствуется благоустройство города. То есть дороги, они и так делались, сейчас еще больше, еще лучше стало. Вот там вот проспект Белинка, получается, наверх сделали, поставили фонари красивые, вечером дорогу закрывают. Ну, обустраивается город. Лучше и лучше становится, да. В целом, что вас связывает с Кыргызстаном? Такой, можете такой кликбейт для наших С Кыргызстаном, если коротко говорить, ислам, одним словом. Ислам, именно ислам, да. Работа исламская. С какого года вы начали так тесно приезжать в Кыргызстан, изучать там? Я знаю, что вы семью привезли первый раз. То есть это же не каждый так делает, поэтому хотелось бы узнать. Ну, как я уже отмечал и в других подкастах, работа началась с озвучивания роликов Чубакажи, которые переводились с кыргызского на русский язык. Эта работа началась в 2013 году, то есть уже порядка 12 лет назад. Первый раз попал в 2015 году. Ребята с Насаат Медиа, когда позвали, и первый, и, в принципе, получилось так, что последний раз я видел Чубакажи тогда, встречался с ним. Был невероятный прием в Кыргызстане, я об этом всегда говорю, отмечаю везде и всегда. А вот с 2022-2023 я уже начал как бы почаще приезжать. Потому что после того, как Аллах забрал Чубакажи, здесь есть и другие исламские порталы, YouTube-каналы, с которыми как бы велось сотрудничество. Это и Насаат Кейджи, и там Максатажи некоторые какие-то вещи, ролики озвучивали. Потом, сейчас в последнее время уже очень много каналов вышло. Есть такой один, название точно не помню, то есть канал, в котором даются ответы, вопросы-ответы, там разные алимы Кыргызстана. И рассматривают коротко те или иные вопросы. То есть этот канал тоже был на кыргызском языке, то есть основатель этого канала и инстаграм-канала, он как-то вышел. То есть в разноплановое направление. Наверное, многие, как и я, сперва узнали ваш голос, а потом уже вас увидели через наших подкастеров, там, да, допустим. Скажите, пожалуйста, я знаю, что ваш путь к этому, к озвучиванию был какой-то тернистый. Вы жили в Америке, учились в Америке, переехали, бизнесом занимались. То есть вот этот путь коротко можете рассказать, чтобы наши зрители, которые тоже ищут свой путь какой-то, могли какой-то взять? Отмечаю, как правило, стремление к работе с голосом чувствовалось еще до Америки. Определенные были задатки. Я пытался там на какой-то маленькой местной радиостанции проводить там начитку текстов, как-то практиковаться так или иначе. Была какая-то тяга, прослеживалась. Потом Америка, потом там, 4 года жизни, потом уже приехал,
И после уже здесь, ну, имеется в виду здесь, я когда говорю в Дагестане, в Махачкале, началась работа на телевидении духовного управления. Канал назывался «Мир вашему дому». Вот, ну, как оператор там начинал. Потом параллельно я видел, что радиостанция была, Ватан, и на радиостанции. Но на тот момент, как таковая, сама платформа YouTube только-только развивалась, ну, в СНГ как бы, да, и исламские каналы, их как таковой еще не было. Вот только вот в 10-м, в 11-м, 12-м годах они начали развиваться, открываться, те или иные каналы. И потом уже в 13-м, 14-м, там и Насаат Медиа, и Азан КЗ, ну, нынешний РУ с Казахстана тоже. Вот и потихоньку вот так пошла работа. Сейчас уже, да, сейчас каналов много. В целом, когда люди иногда общаются между собой, там начинают там не очень религиозные, там и с религиозными возникает спор. Типа религиозные люди тоже пошли в медиа и начали там собирать, гнаться за подписчиками. С вашей точки зрения, это дозволено? С точки зрения шариата, может, ну, так скажем. У такого великого человека, как имам Аль-Бухари, в книге, когда открываете, первый хадис там какой? «Иннамаль амалю бинния». Пояснить, дела оцениваются по намерениям. Поэтому все зависит от намерения человека. Ну, с точки зрения там шариата я ничего не могу говорить. А так дела оцениваются по намерениям. Кто с каким намерением? Потому что намерение человека и дальнейшее его действие — это своего рода семя, которое он держит в руках. Данная жизнь, дунья, — это пашня для ахира. Что человек посеет, то он и пожнет. Но основа, фундаментом является именно намерение. Поэтому если все же зависит от цели. Если человек преследует, руководствуется целью набрать подписчиков, ну, например, для меня это не мой путь. Потому что, как мы уже сейчас говорили за эфиром, если бы я уделял должное внимание всем там, ну, особенно YouTube-каналу, который был еще создан в 2010 году, изучая эту аналитику, эти алгоритмы и так далее, канал, наверное, был бы давно миллионником. И даже сейчас там была монетизация, такие символические $50, то, что давали. Меня ее лишили, потому что я туда ставлю ролики, которые сделаны для тех или иных аккаунтов, с которыми сотрудничаю, но они публикуются сперва в Инстаграме или в ТикТоке. Я скачиваю маленькие шортсы, они хорошо заходят, просмотров бывает много, я их выставляю. YouTube это видит, что не мною созданная вещь, но озвученный ролик мною. Мне так, ну, если чуть-чуть грубо прозвучит, так чуть по барабану как бы, да, количество подписчиков. Самое главное, если жизнь или судьба одного человека изменится к лучшему, если человек из тьмы на путь света, на путь истины с точки зрения ахира, то, я считаю, вся эта работа сделана не зря. Поэтому у меня акцент, у меня цель вот такая. Учитывая ваш последний ответ, хочется спросить такой момент. В вашей жизни бывали такие случаи, что вы вдохновили, ваш голос вдохновил, ваш дават вдохновил определенного человека, и он подошел и сказал: брат Саид, я вот послушал вас, я пришел к религии там. Есть такое выражение: каждый хорош по-своему, у каждого свои недостатки. Ложную скромность не хочу изображать, выражать. Ну, такие случаи были, да. Бывало даже так, что с людьми, вот я по телефону общался из-за границы, 2-2,5 часа принимали ислам. Как русскоязычные, так и нерусскоязычные люди, иностранцы. Иностранец вот один, например, в Дагестане был, мы в мечети общались, показал все, он принял ислам. Немного, но десяток таких случаев было, что принимали ислам, и то, что благодарят, ну, это в комментариях много, огромное количество комментариев там, где люди благодарят, но сразу нужно говорить, что я всего лишь инструментик, моей заслуги в этом нет, абсолютно. Потому что все это проявление божественного волеизъявления. Проявление божественного волеизъявления. То есть то, как он творит. И это проявление мы видим. Мы являемся инструментами, сабабами, причинами, да. Все. То есть человек этим
я или любой другой, который ведет исламскую работу, нам, не покладая рук, как говорится, и не поднимая головы, нужно делать шукру, что Всевышний Аллах нас задействовал, нас именно на этом поприще, в этом направлении, в такой работе, дарует. Это честь величайшая. Это такая элитная работа, высокопоставленная должность, очень большая ответственность. Вы как дипломат, можно сказать. Ну, дипломатические задатки были, к сожалению, может, к счастью, не знаю, наверное. Все так, как есть жизнь, вот как она вот сейчас вот устроена, все хорошо, все на своем месте, все идет так, как нужно. Поэтому ни к сожалению, ни к счастью, альхамдулилля, то, как есть. Я это о дипломатических задатках-то у меня всегда было. Я хотел поступить на иностранный факультет, окончив который, после которого, чтобы думал его окончить, а потом уже дипломатические курсы, жизнь по-другому сложилась. Но, тем не менее, все равно Всевышний задействовал на том, на чем сейчас я. Сейчас очень сложный период, можно сказать, в целом у человечества, и в частности у мусульман, да, допустим, если взять некоторые страны, где геноцид мусульман, и чаще звучит «мусульмане, объединяйтесь». Вроде бы во всех странах звучит, у всех все мусульмане так призывают к этому, но почему-то не получается. В чем беда? Как вы думаете? Знаете как, сейчас, если на эту тему говорить, мы коснемся и геополитики, и ахирата, и науки. Времени, наверное, не хватит так. Это очень, очень тонкое, невидимое, много чего, что нужно стараться узревать то, что между строк. Чуть-чуть у меня только завуалировано, это очень такая тема. То есть не стоит обольщаться тем, что мы видим по телевизору, в интернете. Все, картина одна, а суть, по сути, все совершенно иначе. Порой что-то мы видим, это очень большая, особенно геополитические процессы, это большая театральная постановка. Это это же очевидно, как на ладошке. То, что происходит, к примеру, в Палестине, например, когда вы геноцид говорите, вы же это имеете в виду, эту местность. Это как индикатор состояния уммы. Там происходит так, потому что это нездоровая умма, нездоровое состояние. Отражение. Когда она излечится, тогда это все пройдет. Но это одно видение. Такое интересное видение. Вот так. Объединяйтесь, говорят, да, объединяться. Причина же, как и многие ученые говорят, причина в разрозненности. Угу. Поэтому призывы звучат объединяться. В единстве сила. Но исторически, если смотреть, это когда еще началось? Когда появились эти мятежники во время Усмана Асхаба. Что брать с нынешних что нам брать с нас, скажем так, когда Усман Асхаба за бороду кто схватил? Сын Абу Бакра. Все, я коротко, все понятно же? Вот. Это было так и тогда. Сейчас что брать? Мы кто такие перед ними, да? Неудивительно. Все идет своим чередом. Каждый должен заниматься своим сердцем, своим делом, своей семьей. И если каждый будет как фонарик светиться, тогда все общество будет как большой прожектор, излучающий свет истины. Вот так каждый должен в частности, в частном порядке сам над собой работать. Тогда все общество будет здоровым. Хорошо, тогда вопрос другой. Вот, допустим, многие говорят, вот мы поехали, давайте поможем Палестине, давайте палестинцам поможем денежно там, или кто-то уже едет туда. Вот простому обывателю, простому кыргызстанцу, парню, который только пришел в ислам, и ему кажется, вот мусульмане едины,
Они должны вот поехать туда, одного слышат, он должен поехать туда. Один говорит, нет, можешь просто отдать деньги, и ты можешь как бы перед Аллахом ответить, типа, я участвовал в защите палестинцев. Что из этого правильного, допустим, не знающего человека, который только пришел в ислам, и он хочет помочь как-то палестинцам? Если есть возможность оказать помощь, есть какая-то стране в Кыргызстане или в рамках другой, в рамках этой страны берем, так как мы находимся здесь, если есть какая-то организация, которая объявляет сбор для помощи братьям, которые там, братьям и сестрам, людям, которые в Палестине, пожалуйста, отдайте. Проблем же нет. Да, иншаллах, конечно, да. Есть возможность — дай. Нет возможности — сделай дуа. Возможно, это дуа, оно будет... Мы же не знаем, мы же Аллаха просим, Он же управитель всех дел, Он творец, Он творит. Все в Его власти. Поэтому обратиться ко Всевышнему, и, возможно, эта дуа будет ценнее и дороже, и эффект, и результат от этого дуа будет больше, чем те же 100 сомов или 1000 сомов, которые он отдаст. Поэтому, так нет такого, в моем понимании, не надо давать как бы. Есть возможность — дайте. Кто как может. Как Абабиль, да? Кто, да. Смотрите, может быть, заезжая тема, но, тем не менее, возможно, кто-то первый раз слышит нас. Многие говорят, там, допустим, даже проповедники такие именитые, вот уже конец там близок, уже большие признаки подошли, вот они уже видны. Вообще вот эта череда больших признаков, вот по очередности от вас, я просто вот хочу услышать с вашим голосом воочию, вот череда больших признаков. Что, зачем придет? Череда. Маленькие признаки, как говорят ученые и богословы, маленькие уже практически все сбылись. Отсутствие уважения, отсутствие рахма, милости в отношении друг друга. Там же еще вот то, что там соревнуются в постройке высотных зданий, пастухи. Это же хадисы. И много чего маленькие сбылись. Опять-таки, как отмечается в книгах, в лекциях ученых, остались большие. Большие мы, в принципе, это же, кто посвящен, как бы, кто изучал, читал, слышал, они известны. Самая главная интрига для всех — когда? Да. Но мы же не можем знать, когда. Я не знаю, когда. Даже пророки не знают. Да, это расписано, что будет, как будет происходить, описываются. Но когда — это только Всевышний знает. И когда мы говорим «конец света», надо это сказать, смерть каждого отдельно взятого человека — это для него и есть конец света. Поэтому чем об общем конце света, который нам неизвестен, чем думать об этом, я бы призадумался о личном конце, с которым наступает конец, собственно, этого света. Это важнее, потому что это мое личное состояние моей души пред Всевышним. И об этом больше нужно заботиться. Потому что в наступлении конца света большого у нас гарантии нет. Но в наступлении нашей смерти у нас гарантия 100%. Теперь тогда такой вопрос. Вот готовиться к своему концу. Так. Каждый же по-разному рассуждает. Допустим, многие говорят сейчас, мусульманин должен быть богатым, он должен быть не хорошая тема начинается. Так. Многие говорят, нет, мусульманин не должен держаться за эту дунью, он должен вот просто жить и уповать на Всевышнего. Что из них? Может, есть золотая середина, которую вы объясните? Начнем с такого выражения. Деньги — это не зло. Это не зло. Если человек использует данные ему Всевышним блага в этой жизни, если он использует их для того, чтобы отдаляться от Создателя, тогда это беда, это катастрофа. Но шанс еще остается, пока человек жив. Если же человек использует это для того, чтобы приблизиться к Всевышнему, тогда это благо. Чем больше, тем величие, великое благо. Все зависит от самого человека, от его восприятия. Восприятие возникает
уже воспринимает он, да, Мгм. потом уже начинает осознавать, понимать. Есть деньги, это же не зло, все зависит от выбора человека. Человек каждый день с утра до вечера выбирает: встать, не встать, пойти, не пойти, сделать, не сделать, сказать, не сказать, помолиться, не помолиться, сделать зло, сделать, совершить добро. Человек выбирает. У нас, по сути, право как бы, да, есть оно одно. Мы выбираем. То, что прошлое — это судьба, будущее — это выбор. Мгм. Мы выбираем. Нам выбор дан. Нам сказано, вот пойдете туда, направо, попадете в сад. Пойдете туда, попадете в костер. Выбирай, пожалуйста. И деньги не зло. Почему? Это просто инструмент, посредством которого человек попадает или в сад, или в костер. Выбирает он сам. Все. У многих еще такой вопрос. Про судьбу мы коснулись. Судьба предначертана. Все. Ну, вы только что объяснили, но хочется развернуто более. Там судьба предначертана. Люди, которые не в религии, они интересуются только, и начинают задавать вопрос. Если она предначертана, ваш Всевышний все знает, зачем тогда вот испытывать? Как ученые говорят, знание Всевышнего идет вот так вот, параллельно с выбором человека, который предоставлен ему. Хорошо, смотрите, давайте такой пример. Дом. Внутри есть комнаты. Мгм. Находится отец и сын. Отец говорит сыну. Он находится в своей комнате, сын. Отец говорит ему: вот лампочка, ты ее не включай. Не включай ее. Он говорит: хорошо. Хорошо. Отец уходит в свою комнату. Он по камере видит. Он знает. Сын думает, думает, думает. Смотрит, думает, не трогает. Смотрит еще раз. Залезает и выключает, откручивает. Ему было сказано: не делай. Мгм. Если сделаешь, то накажу. Если не сделаешь, то будет поощрение. Да. Отец знает, видит, как он поступает, но он его не заставляет. Отец же не заставляет его, Да. отец просто предупредил. Вот этот мальчик, ребенок, сам решает. Выбор вот в данном случае за ним. Вот знание отца в данном случае каково в отношении этого сына? Оно идет с выбором этого сына в его руках. Он получит наказание или получит вознаграждение. Отец знает исход выбора. Что этого, что этого. Он видит то, как он поступит. Да. Он видит, как он поступает. Вот такой пример простой, вроде который объясняет. Классно. Теперь смотрите, вот еще вопрос такой. Да-да-да. От многих наших старших поколений. В Советском Союзе, хоть и был атеизм, но был порядок. Не было воровства, не было мошенников. Сейчас все бороды отрастили, все в дамбалах, все в платках, но преступлений больше. Что им ответить? Что бы мы ни ответили, они будут говорить, что в Советском Союзе было хорошо. Хорошо было с точки зрения чего? С точки зрения социального уклада жизни, с точки зрения стабильности, с точки зрения, как они считают это благом, равенства. Полное равенство, тотальное, как бы, да. Но мы же не равны все. Такого же нет, что равны. Внутренне, да и внешне. Поэтому, смотрите, когда люди находятся вот в определенном вакууме и до мозга костей пропитаны этим, как им объяснить, что мы же не можем категорично сказать, что сейчас вот время. При этом, хорошо, да, когда ученые тоже взрослые люди, ученые и богословы, когда говорят о том времени, да, тогда вот это вот все социальная составляющая, она была стабильной, хорошей, то есть там квартира, жизнь, что-то, все, зарплаты и так далее, соцпакет полностью. Но при этом то, что касается вечности, оно же зажималось. Я хоть и
ребенок Советского Союза, который родился в 80-х, я еще был маленький. Но, тем не менее, от взрослого поколения мы слышали, видели, что да как. В наше время, да, дорога открылась, но при этом сказать, что там 100% идеально, так тоже не можем сказать. Для каждого человека, наверное, это индивидуально воспринимаемая вещь. У каждого своя жизнь, каждый... Я уверен, что есть люди, которые так не отзываются о Советском Союзе, потому что были, например, для кого-то это было тяжелым временем, а для тех, кому было хорошо, они говорят так. Как-то тут оценку давать тяжело сравнивать. У каждой эпохи, у каждого времени есть свои плюсы и свои минусы. Примерно такой ход мыслей. Как человеку, который недавно начал еще заниматься тафсиром, я хочу задать вам такой вопрос. Недавно встретил человек, говорит, в Коране говорится, что в раю будут реки с винами. Какой, говорит, смысл вам здесь запрещать, а там, говорит, разрешать? Есть вообще... Да, упоминается, что будут 4 реки, и медовая, и молочная, и винная. Но вино там, оно другое. А человек, который задает такой вопрос, человеку нужно изучить глубоко толкование того, что такое вино здесь и что такое вино там. Тут дело не в том, чтобы на основе собственных умозаключений человек выносил сам себе в голове решение, и на основе этого искаженного решения задавался потом вот таким вопросом, а почему, а в чем смысл того, чтобы здесь запрещать? Тут дело, акцент в другом. Вопрос уже в вере и в убежденности человека. То есть вопрос в том, кто это говорит, что здесь нельзя. Вопрос в том, кто это говорит, что здесь нельзя. Это говорит тот, кто создал, сотворил. Это одно видение. А то, что указывается, что описывается, есть 4 вида реки, это правда, да. И вино там, это да. Этот мир же испытания. Суть в чем? Суть в том, чтобы испытать. Суть испытания в том, что говорится, вот это не делайте. Опять-таки, это выбор. Не пей вот это вино здесь, ты будешь в саду, а там уже будет. Наоборот, таки смысл есть, имеется смысл. Человек сам строит, каждый человек сам строит или разрушает свое будущее. Все. Выбирая. А так описывается, конечно, есть, да. Там вино другое, здесь вино другое. Здесь оно вредоносное, там оно полезное. Еще вопрос про намаз. Конечно же, намаз. Без намаза невозможно пройти в рай. Что бы мы ни делали, да? Многие не могут прийти к намазу. Хотя есть намерения, есть какие-то там намеки, подвижки, но что-то мешает. Как прийти легко к намазу? Сейчас в моем ответе не стоит ожидать конкретную попунктную инструкцию, что вот так. Знаете как? Всему свое время бывает. Вот говорить как-то попунктно, надо вот это делать, надо понимать, надо изучить. Это может прозвучать немного банально. Да, надо же изучать. Но тут вопрос не в рациональном восприятии того, что это необходимо, того, что это нужно, того, что это спасение. Да, это спасение, это нужно. Нужно изучать, нужно понимать, насколько важно. Но дело не в понимании, не в восприятии, не в рациональном подходе. Дело в вере, которая таится, ютится, возникает в сердце человека. Она начинает согревать.
Потому что все дело в сердце. С сердца все начинается. Когда есть это чувство, любовь, это теплое ощущение, а в сердце потом уже начинается все. Потом уже автоматически человек начинает. Вот так, собственно, и сколько историй, сотни, тысячи, миллионы историй людей, которые начали молиться. Они в какой-то момент происходит чук, щелчок. И то, что там щелкает, как это происходит, происходит это на основе определенных тех или иных, или цепочки причин, которые известны Всевышнему. А потом люди вот так создают передачи, подкасты, сидят и рассказывают каждый свою историю. Вдохновляют других. Да, да. Поэтому вот так вот механически вот это целую там методику говорить я не могу. У каждого свое. Я точно знаю, вы изучали каждое движение в намазе, что это означает, что это дает. Многие задают вопрос: нельзя просто ходить и молиться, стоя или сидя, ну, допустим, если даже здоровье позволяет. С точки зрения здоровья, я не знаю, вы наверняка изучали, что дает каждое движение, что означает движение, там, суджуд, Ну, как можно делать и нельзя делать, это уже установлено шариатом. Есть определенные... Если здоровье не позволяет, то можно делать так. Это же в фикхе все как прописано давным-давно. А то, что дает, это уже с научной точки зрения подход. Потому что наука тоже сейчас доказывает. Каждый поклон, вот там ролик, вот я у себя выпускал, там поясной поклон, выводит желчь из печени и так далее, то есть вредную составляющую. Тот же поясной поклон. Чубакажи, кстати, говорил, как он на спину, на спину как усиливает. Только должным образом нужно делать ровно. Каждый земной поклон — это энергетический поток. То есть каждую вещь отдельно я не изучал, но в целом информация, которая проходила, абсолютно каждое движение, даже с научной точки зрения, имеет свое обоснование и пользу для человека, который совершает молитву. Сколько всего то, что нужно, следует изучить. Ну, мне, и вам, и всем. И людям, да. Если начнут изучать, люди будут поражаться этому просто. Это не просто телодвижение. Основой всего, конечно, является, естественно, намерение, мысль, осознание того, что это обязанность каждого человека. А с точки зрения телодвижений, наука нам пока показывает то, до чего она добралась. А сколько, я уверен, еще открытий, которым предстоит еще быть. Меня из открытий удивила эмбриология, да, допустим, человек, который получил Нобелевскую премию через 15 веков, когда уже пророк алейхиссалам сказал. У вас еще какие-то там открытия недавние? Может, вы же просвещенный человек? Ну, сейчас конкретно не скажу. На канале мы делали сколько роликов. Много. Сейчас вот сконцентрироваться и собраться и вспомнить конкретную историю не могу. А так истории очень много. Мы делали передачи на эту тему. Разные. Много. До сих пор наука, то, что открывает, мы знаем два, они пресная и соленая вода. И это не только в одном месте на Земле, это в 3-4 местах. Не только то Красное море, о котором всегда говорят и показывают. Там еще в других местах это есть. Это есть. Если мы обратим внимание на жизнь пчел, на жизнь муравьев, вообще фауну и флору, это же сколько всего неизведанного под водой в водном мире. Да куда еще даже человек, там, вот одна эта Марианская впадина, самая глубокая, еще не добирались. Сколько существ, сколько всего есть. А в человеческом мире, когда, если брать конкретно нас, людей, у меня такие размышления бывают. Мы вкушаем, мы кушаем. И это не с точки зрения науки, а с точки зрения собственных наблюдений. Ты вот думаешь, сколько видов еды и сколько вкусов существует сейчас на Земле? Насколько велик тот, кто создал эти вкусы и создал
ну, скажем так, человека — существо, которое является индикатором, определяющим эти вкусы. Не будь человека, вкусы не были бы познаны. Но Всевышний создал вкусы, помимо вкусов создал человека, который определяет, вкушая своими 5 чувствами, да, что вот этот вкус, ну, вкусовыми, осязание, обоняние, все, запах вкушает. Это же удивительно. И на основе вот такого размышления приходишь к мысли, что и созданы вкусы, создан человек. Если был бы просто человек и не было бы вкусов, то ну и что? А это... Неизведанность. Да, это когда... ну, такое комбо, да. Когда это соприкасается друг с другом, тогда ты думаешь, что удивительно. Удивительно просто. И точно так же есть атрибуты и качества Всевышнего, имена, и есть человек. Вкус познать — это одно. Точно так же это мы телом познаем. Тело познает вкус. Душа, которая в теле, должна познавать Всевышнего. Вот. Что далеко заходить не будем, так вот. Классно. А что касается комбо, давайте коснемся тем комбо семьи. В последнее время все мы поняли, что проблема стоит очень глобально. Мужчины и женщины начали очень редко находить общий язык в семье. Мгм. В чем причина? Понятное дело, все мы обвиняем мужчин. Мужчины не стали такими меланхольными, там, что ли. С вашей точки зрения, с вашего наблюдения, что изменилось в мужчинах? Почему так? Где-то избивают, где-то чересчур, золотой середины опять же нет. Почему много разводов? Причина всегда в самом человеке. Это первое. Потому что ту проблему, которую вы озвучиваете, она же происходит с людьми, значит, проблема в них. Рядом. Да. Да, внутри человека происходит. Если у меня какая-то проблема, значит, причина где-то вот во мне. Надо ее выискивать, работать над этим. Вообще проблемы возникают, вообще в целом проблемы какие-то определенные, да, вот, возникают, когда нарушается закон Всевышнего. Он так глобально, если смотреть. Закон Всевышнего, если когда шариат нарушается, это грех ведет к разрушению, к разложению, к гниению. Учащается количество грехов, учащается процесс разрушения. Тут уже вопрос причин становится второстепенным. Причины, естественно, будут, потому что Всевышний Аллах создал это мироздание на основе причинно-следственной связи. Возникает причина, потом возникает следствие. Тут все так. Поэтому и обозначил грехом. Да. Делается определенное действие, оно влечет за собой последствия обязательно. Но есть, естественно, мы не без участия сил зла в этом мире, вся работа которых и усилия направлены именно на разрушение института семьи. Почему? Потому что семья — это самая главная ячейка общества. Если ячейку за ячейкой разрушать, целая конструкция, строение, оно разрушается, оно распадается. И поэтому акцент и упор идет именно на разрушение семейных ценностей. Выделяются огромные бюджеты. Работа целенаправленно идет. И это больше всего. Больше всего именно упор на разрушение семьи. А это социальные сети. Обязательно. Потому что социальные сети — это такой инструмент, который индивидуально, то есть они берутся за вот каждую душу.
индивидуально. Все эти алгоритмы, как они прорабатываются, кем они прорабатываются, кто им помогает. Это все за кулисами, но при этом очевидно. Поэтому не без... И люди принимают, они играют, они знают, на чем играть. Поэтому вся эта платформа. Это как палка двух концов, с одной стороны. Вот в моем случае социальная сеть — это инструмент распространения света истины. Мы, альхамдулилля, хвала Всевышнему. В моем случае вот так. Опять же, возвращаемся к первому хадису. Да. Люди, к сожалению, мы попадаемся на эти ловушки, капканы, которые выстраивают. К сожалению, да. Поэтому и возникает. Я чуть обобщенно говорю, я не детализирую, потому что там причины, если мы говорим, вот бывает бытовуха бывает на основе этого и так далее. Это частные случаи, это более детализировано. Но это чуть-чуть, оно опять-таки становится второстепенным, если чуть камера отъезжает немного, и мы берем в общем. Поэтому рассуждение в общем идет, в целом. То есть первоисточник, я под фундамент копаю, под фундамент. Основа оттуда идет все. А потом уже возникают определенные причины. То есть происходит что-то на бытовом уровне. Хорошо, происходит что-то, казалось бы, как человек с этим справляется? Вот в чем вопрос. Человек не в состоянии справиться с тем, что происходит на бытовом уровне. А причиной этому что является? Тот же самый совершенный, к примеру, грех, который ставит пелену автоматически. Причина — грех, следствие — пелена. Пелена не дает человеку справляться в той или иной бытовой ситуации. В конце концов, это что? Конфликт, спор. Потом развод. И дай Аллах. Вот. То есть последовательность вот такая. Я призову наших зрителей читать между строк, как брат Саид сказал. Это глобально, на самом деле он объясняет. Тогда вопрос, вы же коснулись тему силы зла. Да. Под силой зла это шайтан и джинны, которые упомянуты, да, в хадисах в Коране? Или есть определенные люди, которые... Скажем так, шайтан и джинны, это то есть даджало-сатанинский альянс, они помогают. Но если еще дальше камеру сделать не наезд, а отъезд, если смотреть не микроскопически, как я говорил в прошлый раз там на подкасте, а телескопически отъезжаем, чем больше отъезжаем, тем лучше видна картина, целостнее. Они же, по сути, что? Они являются всего лишь тоже одним из инструментов, своего рода испытанием на проверку того, на предмет скажем так, веры человека. Мы заявляем, что мы верующие. Всевышний говорит, что мы будем испытаны в любом случае. Вот они являются инструментом. Самая большая тяжелая смута, самое большое испытание, говорится, там, Даджал говорится. Об этом же сказано так. Поэтому испытание. Как нечто за пределами этого воспринимать тоже, я думаю, не стоит. Мы осознаем, понимаем, что это испытание. Тут другая проблема. Проблема в другом. Они помощники. Они делают свою часть. Мы должны делать свою часть. И самая большая тень, скажем так, сила, которая может разрушить, самый большой дракон сидит внутри нас. Это эго, повелевающее зло. Вот и все. Он же в конце скажет: я же не имею к вам отношения. Он же не заставляет нас выбирать. Выбор делаем мы. Он предлагает. Я вам предлагаю, будете? Решать вам. Решать мне. Классно. С точки зрения и эго, и вот этого кибра, да, который человек... все же мы люди, нас есть у всех у нас. Да, есть. И просто личный интерес. Как вы с этим боретесь лично вы?
Как я их, как и все, наверное. Просто Вот есть что-то вот это плохое, вот опять элементарно, вот это хорошее. Я понимаю, что это зло, и это приведет к разрушению меня, моего состояния, моего поклонения, если это нарушает, то есть это портит взаимоотношения со Всевышним. Не это портит. Я порчу, если я выбираю этот путь. Я порчу взаимоотношения с творениями Всевышнего, я порчу взаимоотношения с Творцом. Я не хочу этот путь выбирать. Я хочу налаживать, я хочу путь света. Мне не нужен этот путь. Просто есть такие истории, когда люди вашего уровня, да, рассказывали там, Астагфируллах. рассказывали там, что чтобы вот, вас же узнают на улице, это же все воздействует. Я не знаю, наверное, вас уже нет, но в какой-то степени, в какой-то момент воздействует. Да, бывает, что узнают, там, если, к примеру, садишься в такси, или там где-то в аэропорту, или где-то там, даже вот там, в других городах, в Дубае, в Стамбуле, в автобусе едешь там где-то, русскоязычные слушают, да. Но я, откровенно говоря, когда я слышу свой голос где-то в телефоне у кого-то в каком-то городе, или там Махачкале и так далее, я съеживаюсь немного, Мне неудобно, я не хочу, чтобы узнавали. Да, и, узнали, и что узнали, и что. Я же говорю, моей заслуги же нет. Что от этого? Узнали. Что-то скажут там. Дуа сделаем друг другу. Поблагодарят, поздороваемся, обнимемся. Баракаллах. Все как бы вот так. Все. Больше, чем это, что может быть? Это же классно, что Всевышний выбрал вас как инструмент. Осознавать это. Классно для меня в том случае, если я благодарен за это. Если же я не благодарен, я туда иду. Если я благодарен, я иду сюда, тот путь. Вот. Все тут такая, как математический алгоритм. Это как аксиома такая. Как ни крути, все возвращается. Все. И все. Вроде оно как сложно и гениально, но это просто на самом деле. Все просто. Вы, на самом деле, очень просто все объясняете и доходчиво. Это же не каждому дано. Допустим, эти же слова, эти же хадисы говорили многие-многие, но через вас каким-то образом люди воспринимают по-другому. Те же хадисы, те же слова, те же наставления. Как-то Всевышний сделает известным ему образом, способом, как-то делает. Вот что-то вложено, я не знаю, когда отмечают именно голос, что-то Аллах сделал так, Аллах делает, Аллах творит. Он доносит, он доводит, он дает возможность, он дает ресурс. Голос — это ресурс, риск. Тело принадлежит Всевышнему, душа принадлежит Всевышнему, голос принадлежит Всевышнему. Он дает возможность, микрофоны, всю эту техническую базу и так далее, дает возможность, отправляет тех людей, которые отправляют тексты, дает возможность это озвучивать, дает здоровье это озвучивать. Материальное вот это все. За это еще мне идет оплата, то есть риск дает, риск именно финансовый имеется в виду. Все дает, создает, дарует Всевышний. Я к тому, что многие же ученые, многие люди, которые вот доносили доходчиво, они объясняли потом уже, что это вот заслуга моих родителей, то, что дозволенным только вот как-то придерживались определенных там таква, да, вот. Вот хочется узнать про ваш путь. Что вы считаете? Что позволяет? Извините, было время, что я и достигнув уже совершеннолетия, и не молился, так как это следовало бы начинать там с 14 лет, к примеру, да. Поэтому говорить о таква и так далее мне стыдно. Просто милость Всевышнего, и все. Все только лишь по его милости. Взяли вот так, поставили, все, делай. Очерчена дорога, путь очерченный. Вот твоя дорога, пожалуйста, делай вот это, занимайся этим. Я же другие вещи тоже там пытался что-то делать. Я не бизнесмен, я не коммерсант, у меня нет коммерческой жилки. Хотя имею такие связи. Связи разные по миру, да. Там бывает, что сводишь людей какие-то, там лям сюда, лям туда и так далее. Это выражение. Но ничего из этого, из этих тем, она еще ничего не срабатывала. Но как только дело касается исламской работы, все открывается. Аллах открывает все дороги, окна, заборы, условно так. Абсолютно все. Словно говоря, мне не трать свое время жизни, энергию на эти не нужно. Вот твой путь, занимайся этим.
И все, я с каждым прожитым днем я все больше и больше осознаю, откуда, куда я, с чем и для чего. Ну вот люди, которые хотят прийти к тому же, к чему пришли вы, они многие говорят, можно быть в исламе и там не молиться, а просто быть хорошим человеком. Не делать плохие вещи, но не придерживаться определенно там намаза, там, да, закята. Что бы вы им сказали? Можно быть таким хорошим человеком и попасть в рай? Такой простой вопрос, но такой сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Если сказать так, как будто осуждение, если сказать по-другому, очень мне тяжело советовать что-то в этой ситуации. То есть я не могу оценивать людей, говорить, что вот это вот так, это вот так. У каждого свой путь. Индивидуально вот, вычерченный свой путь у каждого человека. Поэтому единственный совет — просто просить Всевышнего. Если человек искренне ищет истину, пусть обращается к Создателю, к Творцу, к Всевышнему Аллаху. Если он искренне ищет, он непременно Аллах дарует. Непременно Аллах дарует. В любом положении надо просить. В любом положении, да. Искренне только, если ищет на самом деле человек, не играется, это не игра, то в этом случае. А так вот говорить, то есть мне тяжело оценку какую-то давать, потому что у меня собственная жизнь такая. Это то, чего я не просил. Как я могу сейчас вот... Понимаете, да, я сам в таком каком-то положении был, когда я не совершал, например, намаз. Но у меня с детства эти размышления, диалог со Всевышним. С детства. Это отдельная такая глубокая тема, уходящая с корнями своими в мое детство. Но Всевышний облагодетельствовал меня тем, о чем я даже не мечтал, а, возможно, представить даже себе не мог. Ну, дикторов же много. Кто-то фильмы озвучивает. Я тоже фильмы озвучивал. Ертугрула, только исламские фильмы. Ахмад ибн Ханбаль, до сих пор там другие фильмы там были еще. Была возможность выйти там даже в Москву, там на голливудские фильмы озвучивать. Но это не мое. Просто Всевышний ведет. Как-то так. Ну, Всевышний же говорит, сделай мне шаг, я тебе 10 Да, сделаю. есть такое. Какой шаг вы сделали? Что Всевышний вот так вот к вам не 10, а прям Я не знаю. не размышляли? Есть подозрения, но я не могу, я не уверен. Ну, однозначно с я вашей не стороны знаю. был не один шаг, и много, наверное, шагов, раз Всевышний одарил. То есть, если мы в таком ключе будем думать, то получится немного... все-таки получится так, что я заслугу приписываю себе. А я убежден, что все только лишь по милости Всевышнего. Поэтому я не знаю, что какой шаг я. Вот на самом деле я не знаю. Вы как-то вне эфира мы как-то общались, вы Давайте мы будем как будто вне эфира, просто микрофоны здесь. Классную историю рассказали, я помню, да, вот я до сих пор помню, раз уже мне запомнилось настолько, да, значит, классная история. Когда мы чего-то сомневаемся, вот, допустим, завтра вы рассказывали историю с другом про машину, да? Мгм. Там за сколько-то миллионов. Это интересно. Давайте коснемся. Все, Да. это тема таваккуля. Да. Можете рассказать для наших зрителей и вообще эту тему коснемся? Смотрите, давайте расскажу чуть-чуть. Да. Я же ее вне эфира рассказывал, да? Да. Хорошо. Это вопрос в целом, касающийся именно упования на Всевышнего. Очень интересная тема. Я рад, что есть возможность сейчас вот на камеру рассказать вообще всю эту идею, концепцию, как бы, да. Ехал я как-то с другом на маршрутке в Махачкале. Проезд на маршрутке стоит там порядка, 30 рублей.
А машина у меня на тот момент и до сих пор нет. Ну, я в этом только вижу благо, значит, Всевышний пока не дает, но я думаю о том, что... Ну, вот это такой примитивный, да, обычный разговор, бытовой разговор, да, с другом. Мы едем, и я говорю так, я размышляю так вслух. Так, я думаю о том, чтобы приобрести Toyota Prado машину, ну, всем понятная, да, там, модельного там года выпуска там 21-22. На тот момент. Ну, на тот момент, да, это было пару лет назад. Такая машина сколько стоит? Там, ну, 6-7 миллионов, да? 6-7 миллионов. И я когда так сказал, он говорит, да не, говорит, да не. Говорит. Он говорит, а почему ты сказал да не, говорю? И тут идет размышление. Человек, когда задумывается об определенных цифрах и говорит да не, то есть человек себя закапывает, хоронит. Если там с точки зрения энергетики, энергии, как деньги говорят, он закрывает этот поток. Ну, мы чуть по-другому будем говорить. На самом деле поток закрывается, он сам себе закрывает. Но тут дело в другом, тут дело гораздо глубже, тут дело в вероубеждении человека. Это очень такой тончайший, еле-еле видимый момент. Я в разговоре с одними братьями вот такую вещь вот говорю. Смотрите, говорю, если мы говорим о 5000, о 5000 сомов, да? Ну, в принципе, как 5000 рублей, курс, в принципе, там одинаковый. Вы же вот в течение дня, завтра у вас как бы будет 5000 сом. Легко. Вы же легко представляете это, да? Хорошо, 500 миллионов сомов завтра будет. Вы верите в это? Откровенно, честно. Нет. Когда человек не верит... Хорошо, нет, чуть другое. Сейчас вот чуть я забегать вперед не хочу, перескакивать. Неужели цифровой эквивалент денежной единицы, скажем так, денег цифровой, деньги в цифровом эквиваленте определяют упование раба на Всевышнего? То есть, когда мы говорим 5000 сом, человек верит. Когда говорим 500 миллионов сом, он не верит. А ведь 5000 сом и 500 миллионов дает кто? Дает тот же Всевышний. Тот, кому это все по сути и истине принадлежит. Проблема вот здесь в человеке. Проблема в его уповании. Вы знаете, такое выражение есть. Мы, когда не верим, мы ограничиваем, это опасный момент, мы ограничиваем могущество Всевышнего в нашей голове, в нашем восприятии, с точки зрения нашего упования, моего упования, получается. Я ограничиваю, закрываю для себя поток, это одно, но я этим ограничиваю могущество Всевышнего. Такой, тонкий момент, потому что количество денег же не может определять мое упование. Тот же вопрос имана тоже касается. Ну, упование — это и есть часть имана. Да. Это и есть, по сути, вера. Можно просто выйти. Есть другое выражение. Мы все верим во Всевышнего. А Всевышнему мы верим? Во Всевышнего — это значит верить в его существование. Мы произносим шахада, мы верим, что он есть. Но ему мы верим, мы доверяем ему. И вот этот вопрос таваккуля как раз-таки раскрывает вот эту вещь. И на примере денежного цифрового эквивалента определяется степень упования. Классно, я аж вспотел. Вот это я хотел сказать. Да, дорогие друзья, вот на самом деле я второй раз слышу эту историю, но... Но продолжение я в тот раз не говорил в частной беседе. Продолжение, размышление, то есть вывод конечный. Этот момент я не озвучивал, и озвучили мы здесь. Прям классная история. И еще в отношении таваккуля очень важный момент. Когда вы что-то хотите, желаете, вы желаете этого,
и просите у того, кому это принадлежит, не задаваясь вопросом «как?». Потому что «как» означает, что вы на себя берете контроль создания причин и последствий результатов. Но мы же ничего не контролируем. Когда человек задается вопросом «как?», он сам себя загружает. Следствие — депрессия, напряг, думки, накручивание. Представление. Да, представление, а получится, а нет. Неосознанно человек берет на себя контроль. То есть прерогативу Всевышнего он на себя берет. Он это одеяло тянет на себя, он этот пиджак надевает на себя, образно уже аллегорическими, метафорическими выражениями. Зачем? Не надо задаваться как, потому что мы ни черта, абсолютно ничего мы не контролируем. Мы лишь можем хотеть. Оставьте это тому, создание причин, то, как это придет тебе, оставь тому, кому это поистине принадлежит. И кто контролирует, и кто создает все. Все. Халас. Почему мы, все люди, пытаемся все идеализировать? Как-то комфорт. Вот, не от того, что есть выражение, мы из рая пришли, мы туда вернем. Не из-за этого. Я связываю с этим. А что, комфорт плохо? Я люблю комфорт. Я люблю комфорт, комфортную машину, комфортный отель. Я люблю комфорт. Я человек, который любит комфорт. Но разве это плохо? Это неплохо. Это плохо, если человек воспринимает как должное и не благодарит того, кто даровал этот комфорт. Это прекрасно, если человек получает, осознает и искренне благодарит. В этом случае это же хорошо, это же неплохо. А комфорт, да, там же тоже уровни есть. Там это в раю тоже есть бизнес-класс. Почему здесь есть бизнес-класс, есть эконом-класс, есть первый класс? В раю тоже самое есть. Есть уровни. Есть один вроде уровень, но классы разные. А это отличается. Они отличаются друг от друга. Они конкретно отличаются убранством. Они отличаются отделкой материалов их ложа, то есть, грубо говоря, диванами. То, как они сделаны изнутри. Я сейчас в тафсир просто ухожу. Описание на основе тафсира, описание рая. Вплоть до материала. То есть в тафсире, в комментарии описывается материал, из которого сделана внутренняя сторона ложа, дивана, скажем так. Давайте диван, чтобы понятно было. Если такова нутро и внутренняя сторона дивана, то какова его внешняя часть? Из чего она делается, из каких материалов она делается? В раю же это все детально так описывается. И там есть высший класс, бизнес-класс и эконом. Я так на понятном языке говорю. Высший уровень, ниже уровень, да. И те обитатели рая, но у них по-разному. В чем, например, отличается? В отделке этих же ложа отличается, например. И знаете что? Те, кто выше, они будут видеть тех, кто ниже. Но те, кто ниже, они не будут видеть тех, кто выше. Это для того, чтобы их сердца тех, кто внизу, не опечаливались. Хотя там печали не будет. Это показывается. Это удивительно, это интересно. Возникает вопрос. Если, возьмем супругов, да? Или друзей, я не знаю, близких. Один в каком-то высшем раю, другой чуть ниже. И тот, который выше, там же говорится, что все желания сбываются, да, кто в раю. Да, тот, который выше стоит, он захотел увидеться, который ниже. Они будут посещать. Можно посещать. Да, можно посещать. Да, посещать можно будет. Так говорится, так написано, так я озвучивал. Лекции имеется в виду. Можно будет посещать, да. Машаллах. А про детей, которые не достигшие совершеннолетия, допустим, и ушли из этого мира, есть какие-то обещания от Всевышнего, что они могут... Они будут спасением, великим, большим спасением для своих родителей. И они там будут, дети. Допустим, родители, грешники, да, они в аду. Они могут быть причиной тому, что они попадут в рай, родители? Такой общий вопрос сложно отвечать. То есть в аду, почему они в аду? Это верующие люди, они неверующие. Если у них, как говорится, с пылинку была вера, то за совершенные определенно, сколько бы грехов не было, они
пробудут там определенное время, не дай Аллах, да убережет Всевышний от этого. Это просто потому что описание ада, когда озвучивал лекции, это просто что-то. Это у нас общее восприятие есть, как с детства, например, в принципе. Огонь. Да, огонь, джаханнам, одно название. Джаханнам — это лишь всего лишь 7-й верхний уровень ада, который предназначен, по сути, для мусульман, которые грешили, и, как для очищения. А потом уже отвечая на вопрос, да, а потом они попадут в рай, да. Вот так. Дети, например, как в истории Малик бин Динара, которую озвучивал, это одна из трогательных историй, как его дочка послужила для него спасением. Поэтому дети будут спасением и очень величайшим, большим спасением будут. Главное, правильно воспринимать и от Всевышнего не отворачиваться. Уровни рая, да, приятно было слушать, мы уже представили в голове. Есть же уровни ада, как вы сказали. Да, уровни ада есть, да. То есть верхний уровень, он предназначен для мусульман. Следующий уровень, он для христиан, потом для иудеев, потом для зороастрийцев, потом, 7 уровней. Самый нижайший уровень — это для лицемеров. Но смотрите, такое интересное описание, страшное, конечно. После 7 уровней, под 7-м уровнем, мы говорим фаляк, да? Одно из значений этого, как в тафсире объяснялось, которое я озвучивал, «Куль а'уду бираббил фаляк», сура фаляк, да? Сура фаляк, нас, куль ху фаляк, нас. Одно из значений этого фаляка — это, знаете как, под 7-м уровнем есть огроменный большой котел для растопки всех 7 уровней. И вот этот верхний уровень, джаханнам, каждый день просит убежища, просит спасти, просит Всевышнего спасти его от того этого фаляка. То есть уровень, пожирающий другой. Настолько это страшная вещь. А еще, как говорится в лекциях, которые доводилось озвучивать, там же есть еще холод. Жар — это одно. Холод страшнее в аду, чем огонь. Там есть холод, холодные ущелья. Холод называется замхарир в аду. И огонь даже просит убежища у Всевышнего от этого холода. Поэтому там прям детализированно описываются расстояние, все эти ужасы, все, как это все потом закроется, как они будут просить смотрителя ада, ангела Малика, как он не будет отвечать. От одного вопроса до другого ответа будет проходить 500 лет. И кульминацией всего будет то, что даже находясь в аду, у обитателей ада будет надежда до одного события. После того, как случится это событие, надежду потеряют. Все, на этом крышка там определенная будет. Это же вечная. Да, все, и закроется, и все, оттуда уже выхода не будет больше. И Аллах разговаривать с ними не будет. Событие, это, так скажем, общеизвестное событие, об этом как бы и ролики есть, приведут барана в виде смерти. И тогда глашатая обратится к обитателям рая. «О, обитатели рая, я ахлюль джанна, знаете ли вы, что это?» Они скажут: «Да, это смерть». И тогда обратятся к обитателям ада. «Я ахлюль джаханнам, я ахлюль нар, о, обитатели огня, знаете ли вы, что это?» Скажут, что это смерть. Ее зарежут. Скажут: «О, обитатели рая, нет больше смерти, только вечность. О, обитатели огня, нет больше смерти, только вечность». После этого, как в этом описании, в этом тафсире говорилось, обитатели огня потеряют надежду. Да убережет Всевышний. Аминь. Касаясь самого низкого или самого высокого степени ада, вы упоминали лицемеров-мунафиков. Кто входит туда? Не отвечу.
Не вырезайте. Ну, не отвечу. Я не знаю. Ну, Да убережет нас Всевышний от этого. Я там какие-то... Хотя в хадисах все есть. Да, там это такая тема. Там лицемеры в убеждении есть, лицемеры в деяниях есть. Это надо разграничивать. Это опять-таки вопрос там вероубеждения. Это надо вот... Сейчас сейчас просто об этом, чтобы в эфире не говорить. Это отдельный вопрос, который, в принципе, информация доступная, ее можно изучить спокойно, и надо понимать. То есть, если мы сейчас скажем вот этот, и разбирать будем это долго. Поэтому есть те, кто были во времена пророка, алейхиссаляту вассалям, лицемеры, говорили, что мы верим. На самом деле Аллах описывает их в Коране, их нифак, лицемерие. Они на самом деле не верили. Только на словах. То есть они не являются верующими, они неверующие, но при этом говорили, что веруют. Они претендовали, что они веруют. Это хуже. Бывает, неверующий человек говорит, вот я не верю, и все. Он позиционирует, вот говорит, свою позицию обозначает. А бывают те, кто вот так вот виляют, не дай Аллах. А есть люди в деяниях уже кто, то есть они верят во Всевышнего, но у них вот подпадают там под категорию, под хадис, например, да. Говорят, не делают. Ну, есть же хадис, на который все ученые говорят. Это вот уже известно. Везде уже, он в Инстаграме, везде, во всех соцсетях уже там пишут даже, кто передал, кто автор, кто как. Касаясь силы зла, вернемся к этой теме. Допустим, джинны на самом деле, они враги людей? Неверующие, да. То есть они... Но Аллах же говорит, поистине он для вас явный враг. Иблис. А это же его дети. Есть неверующие. У них же тоже есть выбор. У них тоже есть выбор. Есть те, кто принимают ислам, есть те, кто стоят на своем. Верующие жены, они не враги. Они мусульмане, верующие в Аллаха. Неверующие, они враги, потому что они помощники сил зла. Команда. Одна команда там у них. То есть, когда говорят, что они могут вселиться, это... Да, вселяются. Вселяются, да? Да, потому что, сколько этих наглядных примеров истории, да, они вселяются. Это тоже проблема, как бы, является такой обширной. Множество людей страдает этим, больше и больше становится. Потому что, они же не стоят, они работают. Они тоже работают. Они тоже помогают людям. Людям это уже с колдунами связанная тема. Потому что они с ними взаимодействуют из людей. В общем, да, для того, чтобы избежать проблемы, человек должен придерживаться норм шариата. То есть делать то, что велит Всевышний, и не делать того, что Всевышний велит не делать. Говорить не делать запрещено. Если человек молится, если он таарат, у него омовение есть, находится, читает аскары какие-то, зикры, старается, как может, соблюдать ислам, у него, иншаллах, проблем не будет. Потому что создается определенный купол защиты, и они не могут как бы влиять. Вот так. Для этого есть, то есть там, у них же свои места есть, дома, там, туалет, отхожие места, это их дома, там, рынки, например, это их дома. И есть определенные, с именем Аллаха всегда заходить, особенно это уборных касается, как бы, да. Голову надо покрывать, когда человек заходит, обязательно, потому что голова сверху, они действуют сверху. В уборную заходит человек, надо головной убор, надо с именем Всевышнего заходить. За собой надо следить. Нельзя обнаженным как бы спать, ходить. Вот так. Стараться нужно как бы себя держать всегда. Есть там определенный дуа тоже, который нужно читать. В основном, если дуа люди не знают, то хотя бы с бисмилля. Бисмилля рахман-рахим, с именем Аллаха, вот так. Просить защиты. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, так говорить. Вот так. Вот так мы с чего начали, к тому и пришли. Надо просто следовать за
правилами Всевышнего, которые, можно сказать, это инструкция для применения для жизни, да? Да. И тогда ничего не будет, ничего плохого. И те описания рая, которые мы предвкушаем из уст дорогого брата Саида, будут доступны, иншаллах. И пусть Всевышний будет доволен вами, вашими работами. Пусть примет Аллах каждый ваш труд. Дорогие подписчики, подписывайтесь. Кто не подписан, подписывайтесь. Распространяем, делаем дават и вносим свой вклад в распространение ислама. Аллах разулс. Аминь.